Это было беспрецедентное преднамеренное преступление, направленное на уничтожение исторической памяти абхазского народа. Как рассказывает начальник Государственного архивного управления Роман Гвинджа, за долгие годы не раз ему приходилось рассказывать об этом теракте против памяти иностранным коллегам и журналистам. Реакция у всех едина. В первое время для них это даже шок. Они не могут понять, как это можно сжечь архив. Ну, понимаете, архивы горели. Да, бывало во время боевых действий, там снаряд попадет или еще что-нибудь. Но чтобы целенаправленно сжечь архив, архивы крали, воровали, забирали. Но они все-таки сохранялись. Но вот чтобы целенаправленно сжечь полностью весь архив, это, наверное, единственный такой случай. И поэтому это, конечно, попадает под определение культурного геноцида. Потому что думали лишить нас истории, лишить нас памяти исторической. Ну и помимо, знаете, я еще больше скажу, помимо архива и ГАБНИ, в планах у оккупантов было и сожжение и Государственного музея Абхазии, и драматического театра. Но почему это не произошло? Потому что, ну, вы знаете, где Государственный музей, там примыкает рядом многоквартирный дом, там жили два генерала грузинских. И поэтому не сожгли, но разграбили, конечно. А драмтеатр был один из их лидеров их так называемого движения, Дима Джаяни, который сказал, зачем будем сжигать, абхазы уже сюда не вернутся, театр достанется нам, мы будем здесь играть. В тот период столица полностью контролировалась оккупационными властями, и потому вполне понятно и объяснимо, что акт демонстративного сожжения происходил в присутствии и под строгим контролем офицеров грузинской армии. В тот период на постоянном хранении в архиве было 176 343 дела в 673 фондах. Более 160 тысяч единиц хранения было уничтожено. То есть из всего фонда, который был в Абхазии, сохранилось 8%, наверное, только. Остальное все, к сожалению, было уничтожено. И многие документы, они уже никогда мы не сможем. Они не были перенесены на эти микрофильмы. Там же тоже шел этот процесс, он же не такой быстрый. И поэтому эти уже документы уже никак не восстановить. Но мы сейчас вот собираем, помимо того, что материала, который здесь в Абхазии скапливается, стараемся вот выявлять документы и в других странах. В частности, вот есть сотрудница такая, Милана Бжанья, мы ее сейчас взяли в штат, она закончила историко-архивный институт при гуманитарном университете, была, кстати, лучшей студенткой университета, сейчас она продолжает учебу там, и одновременно вот уже она какие-то материалы нашла в Государственном архиве Российской Федерации, будет продолжать сотрудничать с другими российскими, в частности, московскими архивами, где есть документы по истории Абхазии. Мы связались с Миланой Бжанья, специалист сейчас в Москве, но поделилась с нами своим взглядом на сложности и перспективы архивного дела в Абхазии. На данный момент стоит вопрос о методах реконструкции утраченных архивных документов, считает Бжанья. Сейчас, по словам специалиста, много упущенного, и вся работа в основном строится на энтузиазме и заинтересованности абхазских архивистов. И так у нас отсутствует источниковая база, которая подтверждает те или иные исторические события и важные для нас, для нашего государства. Мы должны заняться этой работой, заняться тем, что восстанавливает нашу документальную память нашего народа. И в связи с этим хотелось бы в этот день обратиться не только к руководству страны, но и тем людям, которые причастны в организации такой работы, что здесь должна быть консолидация ученых, историков, архивистов, которые так же, как и мы, озабочены тем, что происходит, что не уделяется определенной поддержки в проведении определенных мероприятий, которое бы помогло нам уже на каком-то уже другом уровне международном заявить о себе и при этом опираясь на какие-то источники, источниковую базу. Конечно же, работа велась и на сегодняшний день ведется. Бывает то, что проходят какие-то мероприятия, конференции, но это разовые проекты, которые, опять-таки, мы стараемся проводить через людей, которые понимают значимость данной работы.
Поэтому здесь нужно понимать, что это должна быть государственная программа, и необходимо создать такую государственную комиссию, которая будет заниматься непосредственно этой работой для воссоздания прошлого и воссоздания нашей исторической памяти. На данном этапе и уже 4 года как абхазские архивисты работают над оцифровкой микрофильмов, которым чудом удалось сохраниться. Чудо заключалось вот в чем. Архив располагался на нынешней улице Абазинской. Там был главный корпус. Рядом стояли 2 церквушки, в которых также хранились документы. Но основные документы на бумажных носителях хранились в главном корпусе, который подожгли. Однако, когда грузины поджигали архивы, они не учли один нюанс. До войны в Абхазии особо ценные документы хранились не только на бумажных носителях, а создавались микрофильмы и фотокопии. Они хранились на пленках в этих самых церквушках. И по такой счастливой случайности многие документы сохранились. Тем не менее, время не ждало, а пленки портились. Сравнительно недавно вопрос о восстановлении архива Абхазии, в том числе декодировки цифровых носителей, поставили на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Это главный такой технический отдел нашего учреждения, который был организован, кстати, при содействии Совета Европы и при очень большой помощи наших коллег из чешских архивов. Даже хочу назвать их имена. Это Иван Аскалова, Якуб Ярыш, да и многие другие. Дело-то в чем, вот Роман Хайкевич рассказывал, что на переговорах по женевским дискуссиям был поднят вопрос о воссоздании архивного фонда Абхазии, который был, к сожалению, сожжен. И вот там был поднят вопрос провести всю эту работу. Но так как у нас не было ни средств, ни специалистов, ничего, с этим вопросом начали работать вот в этом формате. И к нам прибыли пару лет назад специалисты из Чехии, которые осмотрели весь этот процесс и помогли нам с организацией данного вопроса. Буквально в прошлом году в Праге, кстати, проходил 2-недельный курс повышения квалификации наших сотрудниц. Вот они вернулись и приступили к своей работе. Вот то, что сейчас вы видите на столе, вот здесь вот у нас, это документы, которые они реставрируют. Вот эти документы – это церковные книги. Всего в управлении работает 22 человека вместе с техническим персоналом. По словам сотрудников, этого категорически мало. Но молодые люди не хотят 6 лет учиться на архивистов. Из-за этого даже пришлось отказаться от квоты в российские вузы по специальности. Виной тому монотонная усердная работа и низкие зарплаты. Саида Бирая работает в Госархиве уже 17 лет. Она выпускница еще историко-юридического факультета. Работать именно в архиве не планировала, но так сложилась судьба, которую теперь специалист со стажем не представляет другой. По спецкурсу нас Артур Миродович нас отправил сюда с 4-го курса. По спецкурсу он даже не спросил: вы идете в архив. Я пришла, чтобы взять справку с места работы, получить диплом. И я тут осталась. Да, изначально я старший хранитель фонда, я делала совсем другое. А потом через несколько лет, вот как иностранцы, начали мы с ними сотрудничать. Ну, это, наверное, уже моя жизнь. Мне нравится, конечно, уже нравится. Интересно, документы интересные, пленки там смотришь, уже читаешь. Иногда я смотрю вот и через компьютер смотрим, начинаешь читать, очень много интересного. Сотрудники Госархива отмечают, что помимо европейских коллег на профессиональном уровне, возвращению важных для Абхазии архивных материалов способствовали также и грузинские коллеги, выводя этот вопрос за рамки политического. Элеонора Гилаян, Александр Чернов, Абаза ТВ.